0 часов 0 минут. 2009 год у меня был такой, когда у меня рухнуло в моей жизни все. Развалилась семья, когда у меня одномоментно разрушился какой-никакой бизнес, и когда, поругавшись с генеральным директором из-за зарплаты, которые почему-то сотрудникам не хотелось платить, я оказался на улице. И вот я такой весь великий, крутой, всемогущий выхожу на улицу и говорю, ну вот он я, народ, или там работодатели. Ни одна собака меня не позвала. И я понял, что я никому не нужен. И в этой ситуации, можете представить себе, кого всю жизнь работал на имя, и вдруг выясняется, что ты никому не нужен. Вот в этот момент было два варианта. Либо смириться и пойти куда-нибудь наемником на любую работу, какую тебе дадут, либо послать все к чертовой матери и встать, как говорится, с колен. Очень тяжело было первые 2 года. Это тот самый период, когда вокруг тебя вдруг образовывается вакуум людей, которые раньше тебе улыбались, поддакивали, кивали, а потом они все вдруг раз куда-то исчезают. Они перестают звонить, они перестают интересоваться твоей жизнью. И когда ты к ним звонишь, они почему-то тебе перестают помогать. Мне даже сказали, если ты с людьми разговариваешь с глазами побитой собаки, то люди на уровне подсознания даже от тебя отворачиваются. Даже если они тебя любят, там, ценят, уважают, они не хотят с депрессивными людьми общаться. Я это, слава богу, понял. Было больно, было тяжело, но я рискнул. И сейчас могу сказать, что спустя 6 с лишним лет я, наверное, один из самых счастливых людей в этом городе, потому что я могу позволить себе делать то, чего, к сожалению, не могут позволить все другие. Например, высказывать свое собственное мнение. И у меня есть некие ресурсы, позволяющие мне еще и развивать свои вот эти вот хотелки эфирами, программами, потому что 50% того, что я сейчас публично пытаюсь сделать, я все это делаю только по одной простой причине. У меня есть ресурс на это и возможность. У меня нет такого, что я на работу хожу и на работе выполняю какие-то служебные обязанности, которые мне не нравятся. Я эти служебные обязанности себе сам создаю. Надо мне инициировать, поставить лавку. Я ее инициирую и ставлю. Надо мне, там, условно говоря, в Фейсбуке телевидение сделать. Я иду и делаю. В новом году главнейшая цель стоит вывести в социальные сети полноценные телевизионные прямые трансляции, каких раньше в социальных сетях не было, и о чем мы, в принципе, люди, имеющие отношение к телевидению, всю жизнь мечтали. Все уже мы находимся на грандиозном переделе информационного поля.